Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Благодаря управлению здравоохранения нашего города в прошлую пятницу мы провели совместно мероприятие по диспансеризации наших горожан. И мы услышали такие положительные отклики, что это очень удобно, что это очень быстро, и поэтому мы решили воспользоваться этим случаем. И сегодня мы пригласили наших маломобильных, особенных горожан. Мы уже проводим мероприятие второй раз. Первый раз показала, что это действительно удобно и комфортно для населения на свежем воздухе. Не нужно сидеть в поликлинике в очередях. Здесь люди с удовольствием приходят. В прошлый раз у нас пришло около 137 человек, и мы решили проводить такие мероприятия чаще. И сегодня у нас особенные гости. Это в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды. И мы постарались сделать это максимально комфортно, потому что, например, в поликлинику им приехать сложно. А здесь центр города, удобно, нас здесь очень радушно принимают. И также для наших посетителей сегодня у нас работают волонтеры от мечети. Наша идея, которая так и называется «Мы будем ближе друг к другу», она осуществляется таким образом. То есть управление здравоохранения, медсестры и врачи, переживающие за здоровье наших горожан, они делают шаги, чтобы быть ближе к нашим горожанам. И горожане, в свою очередь, делают шаги для того, чтобы быть ближе к сохранению своего здоровья. И эти шаги привели на территорию центральной мечети. Независимо от вероисповедания и национальности, люди, которые надлежат диспансеризации, могут пройти все процедуры, которые предусмотрены диспансеризацией, такие как ЭКГ, флюорография, маммография, даже сдают кровь на холестерин. Ну, вообще население довольно, потому что мы предложили им доступные условия, проверить свое здоровье, позаботиться о нем, потому что эта категория населения, им сложно доехать до поликлиники и пройти диспансеризацию. А здесь созданы все условия для того, чтобы это было максимально комфортно. Если, например, человек не может сам подняться и пройти флюорографию или женщинам маммографию, то у нас волонтеры помогают их поднять. То есть мы учли все возможности их здоровья для того, чтобы все это организовать на хорошем уровне. Вообще мы видим, как меняется город, мы видим, как появляется все больше возможностей и доступной среды для того, чтобы наши маломобильные горожане могли добираться с одного конца города в другой. И как раз они с ветерком добрались до нашей мечети и прошли диспансеризацию. Для инвалидов это однозначно полезно, не надо далеко ходить. А если взять меня, мне уже 56 лет, и люди, которые в возрасте, им будет полезно узнать о том, какие есть заболевания, которые не сильно проявляются, может быть, в зачатке, что-то с сердцем может не так, может быть, какая-то онкология может развиться, еще что-то. И анализы покажут, первичный осмотр покажет. Многие, так же, как я вот, допустим, не любитель ходить по больницам, но возраст уже подсказывает, что надо проверяться. Да. Я сейчас, пока с тобой разговариваю, тут приехала Эльмира, и едет к нам на коляске, наша танцовщица, знаешь ты ее, наверное, да? То есть приятно, когда... Нормальная жизнь. Да, приятно, когда с таким хорошим настроением, значит, люди к нам идут. Очень правильно ты сказал. Не любим ходить по больницам. Но действительно же это так. Ну, я, в принципе, никогда и не болел. Я активно занимаюсь спортом вот за последние 2 года. Похудел аж на 30. Да, мы это заметили. И поэтому как бы и не думал даже. Но раз объявление появилось, решил провериться. Вдруг что-то есть. Хорошо. То есть, знаете, Рустам Абай, мы бы хотели, чтобы вы немножко те, которые не нашли в себе сил, те, которые, значит, не смогли победить свою лень, обратиться к ним, чтобы они нашли время все-таки и пришли сюда, в мечеть. Вот какие здесь у нас волонтеры их встречают, и девочки, и мальчики. Мы сделаем квитанции, значит, заполняем, да, все вот как бы условия создаем для того, чтобы было удобно, для того, чтобы мы были ближе друг к другу. Хотелось бы поблагодарить медперсонал, медсестер и врачей, которые с особенным вниманием и трепетом отнеслись к нашим горожанам, которые
прошли необходимые процедуры и получили медицинские услуги. Ну, можно поближе, не только в мечети, можно и в других районах это Да. тоже самое проводить. А некоторым может даже еще какие-то были экляр дать за то, что они наконец-то пришли на осмотр. Да. Поэтому мы даже... Разные приемы могут быть. Да, мы после того, как они пришли натощак, сдать анализ, флюорографию и так далее, после всего этого мы все-таки предлагаем попить татарский вкусный чай с чак-чаком, поставили отдельную палатку. Сейчас вашей супруге скажем, чтобы вы тоже как бы не прошли мимо этой палатки и поучаствовали. Значит, вишенка на торте сегодняшнего мероприятия – это татарский чай. Заботиться о здоровье – это богоугодное дело. Тем более, если мы помогаем в этом друг другу. Будем ближе друг к другу. Будем ближе к милости Всевышнего.